Здравствуйте! В эфире телеканала «Милет» программа «Хаберлер недели». Я, Фатиме Сейдометова, и наши корреспонденты готовы рассказать о самых актуальных событиях за последние 7 дней. Смотрите в этом выпуске. На массиве Птаха в Симферопольском районе свои участки оформили первые 17 человек. К зиме готовы. На полуострове в полном объеме отапливается уже 8 муниципальных образований. Крымские курешисты завоевали серебро на чемпионате мира по борьбе на поясах в Казани. Без воды, газа и с протекающей крышей. В таких условиях вынуждена жить семья Селимовых из Красной Слободы. Самому крупному предприятию по производству пластика и полиэтилена 70 лет. Крымско-татарский ансамбль «Фидан» одержал победу на международном фестивале народных танцев в Москве. Строительство новых больниц, школ и детских садов вошло в главные планы республики на ближайшие 5 лет. Об этом заявил глава Крыма во время своего доклада о планах работы правительства. Также Аксенов рассказал о едином тарифе на вывоз мусора, снижении цен на газ. Введут в эксплуатацию несколько водоводов и более 30 тысяч нуждающихся семей получат жилье. Крым находится в центре международного внимания, поэтому правду о полуострове иностранцы будут узнавать не только здесь, но и за рубежом, отметил глава республики. Чтобы добиться прорыва информационной, гуманитарной, экономической блокады, коллеги, будем расширять практику проведения в Крыму акций дружбы и сотрудничества с иностранным участием. Хорошие результаты приносят визиты в Крым иностранных делегаций. Как отмечает Министерство иностранных дел Российской Федерации, позитивные впечатления зарубежных гостей от уровня бытовой инфраструктуры и экономического развития, состояния культурных объектов, настроений крымчан являются действенным средством контрпропаганды. Долгожданные законы и земельные участки. Первые 17 жителей массива Птаха поселка Мирное Симферопольского района получили постановление о передаче земель из муниципальной собственности в частную. Уже все участки за счет государственного бюджета поставлены на кадастровый учет. Этого события в Мирном ждали более 10 лет. Получив постановление, жители сразу же начали процесс оформления всех необходимых документов. Тему продолжит Наджия Исаева. В семье Конеевых долгожданный праздник. Супруги получили право оформить земельный участок и дом. Этого дня они ждали более 10 лет. Многие годы супруги жили в Симферополе на съемных квартирах. Чтобы получить землю, неоднократно обращались в районную администрацию города. Результата не было. От безвыходности Конеевы стали участниками самозахвата в поселке Мирное. А это первое сооружение, с которой началась история семьи Конеевых, так сказать, от маленькой времянки до большого дома. Дом начали возводить 10 лет назад. Работа продолжается и по сей день. На прошлой неделе Конеевы достроили крыльцо дома. Начинали с фундамента. Вдвоем с мужем мы залили этот фундамент. Начали потихоньку стены, потом крышу. Все это мы сделали вдвоем. Он мастер, я подсобник. Вот. И потихоньку поставили окна, сделали вторую половинку, чтобы можно было жить и строить потихоньку. Получив постановление о передаче участка в их собственность, сразу же начали процесс оформления всей необходимой документации, таких как межевание и кадастровый паспорт. Но уже будем с уверенностью дальше строить. Уже и стимул какой-то есть, потому что у нас есть уже документ на землю, что у нас уже она законная земля. Уже не будем бояться, уже можем забором обнести. Заявление на оформление прав собственности подавали год назад, и документы уже на руках. По соседству на оформленном участке строятся и родители Конеевых. При Украине особенно... Раньше никакие меры не предпринимались. Аксенов сразу же сказал, что нужно помочь таким людям, особенно тем, кто уже возвел дом и уже накрыл крышу. Сейчас для таких, как мы, двери открыты везде. У кого все в порядке с документами, то без проблем оформляются. Самовольно занятые земли стали появляться во времена массового возвращения крымских татар. История с незаконным распределением земель в Крыму началась еще в 90-х. Тогда практически по всему полуострову стали появляться поляны протеста. Люди сами начали сооружать вот такие вот кирпичные сооружения в виде кибиток. В народе их еще называли скворечниками. Схема застройки жилого массива уже разработана. Будет и детальный план территории с учетом инженерных сетей и социальной инфраструктуры. В Мирнинском сельском поселении оформят более 60 участков. Сейчас уже есть полное понимание того, как будет выглядеть новый район на месте Мирнинской поляны протеста. Ясно, где проходит центральная улица и кто кому будет соседом. За счет государственного бюджета все участки поселка Мирное поставлены на кадастровый учет. Жители Птаха рады, что на их проблему обратили внимание. С людьми общались очень плотно и близко. И не только я, мы обращались и в правительство, тоже общалось. Но да, есть люди, которые действительно теряли надежду, говорили, что нет,
это не решится, это все заглохнет. Но были стойкие люди, которые все-таки продолжали верить. Бегали, добивались, правительство услышало, выдало. Все решается потихоньку. В Мирном решили узакониться не только семья Конеевых. Другие люди тоже подали документы на официальное получение участков и оформление возведенных домов. При Совете министров создана специальная комиссия, которая занимается решением этой земельной проблемы. Регулярно представители власти проводят встречи с крымчанами и доводят позицию главы Крыма. Восстановлены рабочие взаимоотношения между властью и людьми, которые претендовали на получение участков. По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, работа в этом направлении будет продолжаться. Важное событие для крымчан, то, что вот то наследие Украины, которое, наверное, отличалась тем, что использовался именно национальный фактор для дестабилизации общественно-политической ситуации на полуострове, развязан. Теперь мы как бы всех ориентируем людей только исключительно реализацию своих прав в правовой плоскости. И вот все вот эти поляны протеста, самострои должны уйти в историю. Вскоре массив будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой – светом, газом и водой. Здесь планируется строительство медицинских и образовательных учреждений. Будут предусмотрены места для отдыха, детских и спортивных площадок. В Мирном должно быть мирно, мирное должно процветать. И наше сельское поселение должно стать самым лучшим в Крыму. Я надеюсь, что с вашей помощью, одним целым и единым союзом мы победим все негаразды и сделаем благоустроенной, удобной и счастливой нашу жизнь. Первыми постановление о передаче земель из муниципальной собственности в частную получили 17 жителей массива Птаха. Еще 50 участников самозахвата в поселке Мирное ждут своей очереди. Надежда Исаева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. В Крыму к зиме готовы. Как сообщают в Министерстве ЖКХ, на данный момент отопительный сезон в полном объеме начался уже в 8 муниципальных образованиях полуострова. Готовность к отопительному сезону остальных муниципалитетов, в частности в Симферополе, оценила вице-премьер Крыма Юлия Жукова вместе с Министерством ЖКХ. Подробнее в сюжете Руслана Минаева. Одна котельная работает практически на такой вот, на летний период. Проверку готовности коммунальных служб к отопительному сезону вице-премьер Крыма Юлия Жукова начала с котельной Киевского района Симферополя. Следующий этап мы уже начинаем менять полностью с автоматикой безопасности, регулирования. Уже переходим на следующий уровень. Эта котельная обеспечивает теплом детские сады, школы и многоквартирные дома. Перед осенне-зимним отопительным сезоном здесь обновили оборудование почти на 10 миллионов рублей. Здесь были произведены ремонты, были заменены частично запорная арматура, были поменены манометры. Вот. На первом котле была произведена замена автоматики, то бишь сейчас больше входит в жизнь электроника. С этого года котельная перешла на автоматическое управление. Это позволит экономить тепло и уменьшить расходы энергоносителей при потеплении. Также в котельной установили новую насосную систему. Аппарат обеспечивает бесперебойную подачу тепла. Несколько котлов обеспечивают горячей водой улицы Лермонтова, Куйбышева, Белой Куна и Ковыльную. Всего более 100 зданий. В котел вода поступает по этим вот двум трубам. Отсюда она проходит нагрев до температуры более 1000 градусов. И уже из котла по вот этим двум трубам вода идет в дома жильцов. По распоряжению главы Республики Крым в связи с тем, что температурная отметка у нас опускалась уже ниже 8, было принято решение на подачу теплоносителя на объекты здравоохранения, на школы, на детские сады. И в настоящее время эти объекты у нас протапливаются. Также в ходе проверки оценили качество тепловых сетей, ведущих непосредственно в дома. Телефоны аварийной службы работают? Вот, да. Телефон. Лифт не ломается? Нет, нормально? Соседний ломался. Жильцы 108-квартирного дома по проспекту Победы в свое время жаловались на перебои в тепловых коммуникациях, хотя дом 2015 года постройки. Проведена промывка и опрессовка системы отопления во всех корпусах этого дома. Восстановлена теплоизоляция, поверенные манометры и выполнен весь тут необходимый комплекс регламентных работ для того, чтобы жители этого дома были с качественными услугами отопления.
Как сообщают в Министерстве ЖКХ, на данный момент отопительный сезон в полном объеме начался уже в 8 муниципальных образованиях полуострова. В Симферополе сейчас наступило бабье лето, однако к будущим холодам местные коммунальщики уже готовы. Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. Муфтияти Крыма наградили сильнейших борцов полуострова. В чемпионате мира по борьбе на поясах участвовало 7 крымских спортсменов. 2 из них взяли серебро. Соревнование прошло в Казани. В нем приняло участие около 250 спортсменов из 42 стран мира. Борцов поздравил муфти мусульман Крыма Эмирали Аблаев. С подробностями Наджия Исаева. Во дворе муфтиата собрались сильнейшие борцы полуострова. Крымских спортсменов с призовыми местами на чемпионате мира по борьбе куреш поздравляет Эмирали Аблаев. Welcome, Сетумеров Марлен. Чемпионат мира по борьбе на поясах прошел в Казани. В нем приняло участие около 250 спортсменов из 42 стран мира. Крым представили 7 борцов. 2 из них взяли серебро. Марлен Сетумеров из Крыма. Одним из призеров стал Марлен Сетумеров из села Журавки Кировского района. Он завоевал серебро в весовой категории до 90 килограммов. С первого боя на татами борец стремительно шел к победе и лишь в финале уступил многократному чемпиону мира из Уфы. Все, досрочно выиграл, получается. Заниматься спортом Марлен Сетумеров начал в 11 лет. Тогда это было хобби, сегодня образ жизни. Изнурительные тренировки, бесконечные соревнования привели спортсмена на пьедестал чемпионата Крыма по национальной борьбе куреш. 2 года подряд за первое место в весовой категории 90 килограммов он выигрывал автомобили. Сегодня же уносит подарок от муфтия Крыма – живого барана. Значит, твой труд я не знаю даже, как ответить. Тяжело ли было сражаться? Ну, конечно, было тяжело. Естественно, тяжело. Все же сильные бойцы, все готовились. Ну, так как получилось, мы чуть более подготовились. Все спортсмены получили грамоты и подарки. По словам Эмирали Аблаева, этот национальный вид спорта – неразделимая часть культуры народа. Победы, достижения, медали этих борцов – это наша гордость нашего народа и всего Крыма. Дело не только в силе. Куреш – это работа над всем телом и в духовном, культурном и физическом плане. У таких людей все действия отточены и размеренные в любом деле. Масштабный турнир для наших спортсменов стал знаковым. Впервые за последние 11 лет борцы сборной Крыма участвовали в чемпионате мира. На чемпионате было более 30 тысяч зрителей. Когда объявили наших крымских спортсменов, вся трибуна ожила. Хором все пристали. Марлен Сетумеров, Азим Халилов. Как так? Может, это ошибка? Крым участвует в чемпионате. Это и впрямь стало для всех неожиданно. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Рустем Казаков отметил, что благодаря таким чемпионатам спортсмены закаляют не только характер, но и развивают стремление к победе. Я горжусь за своих ребят, которые выезжают на чемпионате мира, выезжают на международные соревнования, выезжают на чемпионат России, и они достойно выступают, занимают призовые места. Это счастье для меня. Почему? Потому что, во-первых, они прославляют наш Крым, что действительно Крым цветет, расцветает. У крымских борцов в копилке наград десятки побед, но спортсмены не останавливаются на достигнутом. Они уже готовятся к следующим соревнованиям – Крымскому всероссийскому чемпионату по борьбе на поясах. Наджия Исаева, Виталий Голубев, телеканал Миллет. Без воды, газа и в доме, в котором протекает крыша. А вот в таких условиях семья Селимовых из села Красная Слобода живут уже больше 20 лет. Пенсии 50-летней женщины не хватает даже на продукты. В переселенческом жилье 1956 года проживают 4 человека. Хозяйка, дочь Севиля и 2 внуков. Наш корреспондент Мухаммед Дикиряев испытал на себе, каково жить в деревне, где нет условий. Потекшие потолки, обвалившаяся штукатурка и дырявые полы. Вот в таких условиях приходится жить семье Селимовых. Смотрите, вот, ну получается, вот у нас тут, мы здесь практически не ходим. Здесь зимой крысы вылазят, мыши, поэтому, ну, здесь зимой просто даже сложно представить, что здесь ждет нас зимой.
Вот. 3 месяца назад дочь Гульнара из Севиля переехала с 2 детьми жить к своей матери в село Красная Слобода. До приезда на родину Севиля жила на Украине в городе Херсон. Но после того, как муж ее выгнал из дома, ей пришлось переехать к матери в Крым. Сколько денег нужно для того, чтобы... Ну вот для начала, чтобы документы на русский язык перевести, это около 10 тысяч рублей. Севиля Селимова воспитывает 2 детей. Пенсии матери в размере 8 тысяч не хватает даже на продукты. А на работу с украинским гражданством девушку не берут. Вот эти наши временные, наша регистрация, вот нам то, что выдали. Вот до 10 числа у нас ноября здесь мы можем пребывать на законных основаниях. Вот. Ну а по истечению уже ни при каких обстоятельствах нас здесь оставить не могут. А вот мать Севили Гульнар в Крым из Узбекистана переехала в 1997 году. 2 детей воспитала одна без мужа. Работая в колхозе, государство выделило пенсионерке аварийный дом в селе Красная Слобода. 50-летняя женщина, инвалид 2 группы, и даже в таком состоянии ей приходится выполнять физическую работу. Топить печь, ходить за дровами и носить воду. Я не помню, чтобы покупали эти дрова. Вот уголь взяли немножко, полтонны, и то в долг. А дровишки сами вот здесь с леса носим, возим на тачечке. И все на этом. Семья Селимовых за водой и зимой, и летом ходят пешком. Колодец находится в километре от дома. Ежедневно семье Селимовых приходится преодолевать большое расстояние от колодца до дому на вот этой тачке. В этом промежутке существует и опасность нападения волков, которые водятся вот в том лесу. Соседи тоже помочь ничем не могут. У самих условия не лучше. Но семью с маленькими детьми жалко. Эта женщина таскает на своем горбу эти дрова. А дрова брать не разрешают. Надо все покупать. Тот же валеж надо покупать. А денег нет. На 8 тысяч рублями они далеко не могут продвинуться. Семье Селимовых срочно нужна помощь. Они просят всех неравнодушных откликнуться. Реквизиты банковской карты вы видите на своих экранах. Мухаммед Зикреев, Виталий Голубев, телеканал Милет. Крымпласту 70 лет. Самое крупное предприятие по изготовлению пластиковых и полиэтиленовых изделий празднует юбилей. Начиналось все с артели для инвалидов по зрению. А сейчас это крупнейшая промышленность. Лидер по производству товаров для быта на полуострове. Подробности расскажет Айша Шулакова. Бельевая прищепка. На первый взгляд обычная вещь, но так необходимая в быту. Сотрудница предприятия «Крымпласт» Зера Кираджиева в день собирает их тысячи. Поставила, потом соединила 2 колодочки, потом вот этой ручкой, рукояткой растянула пружинку, вставила сюда колодочки эти и вытащила все. И зачистила, вот, чтобы ножки были чистенькие. Такие пластмассовые зажимы и еще тысячи других пластиковых и полиэтиленовых изделий производит на специализированном предприятии в Симферополе. Большая часть сотрудников – слепые и слабовидящие люди. Зира Ханым – одна из них. Она инвалид по зрению. Проработала здесь почти 30 лет. Главное, что мы здесь все собираемся, общаемся. Ну и заодно и зарабатываем. Анне Григорьевой 72 года, ветеран производства. Больше полувека посвятила работе на Крымпласте. Пришла сразу после школы и с тех пор занимается любимым делом. Сюда я когда пришла, у нас был трубчатый предохранитель. Вот та работа мне нравилась. Но это мы просто упаковываем как бы. А то вот я работала на клепке, на сверловке, на токарном станке, но я фибру там точила немного, на точечной сварке работала, на гибке. У Крымпласта богатая история. В 1949 году его создали как специальное предприятие для участников войны, которые потеряли зрение, с целью трудовой и социальной реабилитации инвалидов. Начинали счеты для одежды. Сегодня это крупнейший производитель полиэтиленовой продукции, электроустановочных изделий и товаров народного потребления. В этом году предприятию исполнилось 70 лет. Мы создаем рабочие места для инвалидов, для того, чтобы они чувствовали себя здесь как дома, чтобы трудовая реабилитация и социальная реабилитация – это действительно очень важная вещь. Здесь действительно коллектив, и люди чувствуют себя равными, и жизнь для них действительно становится лучше, когда они могут работать.
«Крымпласт» – единственное предприятие для инвалидов по зрению в России, где изготавливают пластиковую и полиэтиленовую продукцию. В производстве используют полипропилен. Сырье помещают в специальный бункер, где оно разогревается при температуре 220 градусов. Потом под высоким давлением смесь впрыскивают в специальную пресс-форму. Здесь она охлаждается. В результате в течение минуты получаем вот такие вот пластиковые изделия. На предприятии ежегодно обновляют оборудование. Оно дорогостоящее, высокоточное и укомплектованное современной системой управления. Недавно удалось получить 2 установки по государственной программе. Мы сейчас находимся в цеху экструзии, там, где наматывается рукавная пленка, которая в дальнейшем будет порезана на пакеты. Вот. На своем производстве мы используем минеральные добавки, которые позволяют пакету разрушаться в 3-4 раза быстрее, чем те же самые пакеты без этих добавок. Пока продукцию реализуют только на полуострове. Руководство надеется привлечь крупнейшие торговые сети, а также выйти за пределы полуострова. Айша Шулакова, Эльдар Заитов, телеканал «Милет». Вторая в России эргокомната для реабилитации после инсульта открылась в Крыму. Помещение с современным оборудованием установлено на базе 7-й городской больницы при поддержке Всероссийского фонда ОРБИ. Долгожданное событие приурочено ко дню борьбы с инсультом. С подробностями Султания Ситакаева. Показывает, что происходит. Время, скорость. В тренажерном зале в 7-й городской больнице полностью обновили оборудование. Эти современные роботы-помощники помогают людям после инсульта восстановить двигательные функции. Пациент Михаил Коваль уже неделю здесь тренирует руки и ноги. С охотой, с удовольствием иду на эти инструменты и заниматься хорошо. И нога восстанавливается, и рука, и совершенно другая жизнь. А держать равновесие помогают медицинские гаджеты. Пациент встает на колеблющуюся платформу, перед ним расположен экран. Тело человека как компьютерная мышка. Раскачиваясь из стороны в сторону, он водит ею по экрану. Используя собственный вес, координацию, используется иллюстрация. То есть в данном случае у нас нарисован цветочек, пациент должен стоять ровно на платформе и ровно курсор должен указывать на цветочек. Тем самым проверяем стабилизацию человека на одном месте, насколько устойчив он к изменениям. А вот тренажер-вертикализатор имитирует процесс ходьбы, даже когда человек находится без сознания. Реабилитацию проходит весь организм. Вертикализатор поднимает пациента, тем самым идут пассивно-активные движения на ноги, на стопы, и тем самым человек может пребывать на вертикализаторе с экспозицией 1,5-2 часа. Такие современные технологии ускоряют процесс выздоровления. А это эргокомната. Здесь пациенты проходят ранний период реабилитации после инсульта. Она поделена на 3 зоны – кухонную, творческую и санитарную. В специальном помещении заново учат открывать шкафчики, садиться за стол, мыть посуду, чистить зубы. Вся эта эргокомната дает возможность пациенту вернуться домой уже полностью адаптированному ко всем повседневным бытовым навыкам нужным. В зоне творчества пациентка Валентина одновременно развивает свою мелкую моторику и занимается любимым делом – вяжет. Адаптируем пациентку не потерять навык вязания. Видите, учитывая, левая рука не такая ловкая, как правая, но пациентка при этом ловко пытается справиться с этим, и уже у нее неплохо получается. Это вторая в России эргокомната. Помещение оборудовали при поддержке Всероссийского фонда по борьбе с инсультом ОРБИ. Наша комната была вторая после Москвы, которая открывается в Российской Федерации, и где уже начали на протяжении нескольких месяцев мы реабилитировать потихонечку этих больных. Мы показываем родственникам, как оборудовать место, где будут дальше жить пациенты дома. Мы показываем самим пациентам, какими приспособлениями можно пользоваться. В Крыму в год около 7 тысяч человек переносят инсульт. Главная задача медиков – восстановить бытовые и социальные навыки пациентов и вернуть их к полноценной жизни. Предусмотрено дооснащение и оснащение, переоснащение этих первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра. В 2019 году закуплено и сейчас в торгах до сих пор поставляется более 55 единиц оборудования. Одним из единиц этого оборудования, которое непосредственно было поставлено в 7-ю городскую больницу, первично-сосудистое отделение, вы сегодня увидели, это реабилитационное оборудование. До конца этого года по всей России планируют открыть еще 10 таких эргокомнат. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет».
Крымско-татарский ансамбль занял первое место во втором международном фестивале народного танца «Корни» в Москве. «Фидан» в переводе означает «росток». Это один из самых молодых национальных ансамблей на полуострове. Всего за 2 года работы он вышел на высокий уровень хореографии и завоевал свою первую победу на международной площадке. Подробнее в нашем сюжете. Под бахчисарайскую Хайтарму и аплодисменты родители встречают в аэропорту своих детей, солистов ансамбля танца «Фидан». Эти дети всего за пару дней покорили Москву и вернулись домой с победой. В столице прошел второй международный детский фестиваль народного танца «Корни». На сцене танцоры в возрасте от 9 до 12 лет. Они исполняют старинный танец явлух ОНА – танец с платком. Юные солисты с первых секунд покорили публику, номер завершился под бурные овации. И зрители, и жюри, и судьи, и руководители наших конкурентов, они говорили о том, что культура, колорит крымских татар очень яркий, и что костюмы очень были красивые. Одни из самых ярких, вот это честное слово было так. Как рассказывают сами солисты, к конкурсу готовились не 1 месяц. За первое место боролись всеми силами. У нас были улыбка, у нас были трюки, у нас красивые были руки. Мы как команда работали. Те, тоже работали как команда. Считай, мы вкладывали всю свою любовь, всю свою душу в этот танец. Кто-то плакал отчасти, кто-то кричал отчасти, прыгали все. Фестиваль «Корни» создан, чтобы сохранить танцевальные традиции разных народов. В этом году мастерство хореографии представили более 20 команд из разных стран. Все участники показали высокий уровень подготовки. Одержать победу было нелегко, рассказывает художественный руководитель ансамбля «Фидан». Даже переживал, даже сомневался. Но тогда, когда назвали крымско-татарский ансамбль «Фидан», вы первые, ахла моя пошла. Потому что на самом деле очень много сильных коллективов было. Детский ансамбль еще очень молодой, всего 2 года. И это его первая победа на международном уровне. Для детей и их родителей событие важное. Поэтому они решили устроить для юных талантов сюрприз. Очень серьезная была подготовка. Не только руководитель выложился, наши дети очень старались, но и очень большая, конечно, часть переживаний досталась и на долю родителей. И хотелось бы поприветствовать наших детей и отметить их достижения нашей такой торжественной встречи. Счастливые и вдохновленные танцоры повторили тот самый победоносный народный танец прямо в холле терминала. Отныне в планах молодого ансамбля еще больше работать, покорять новые вершины и прославлять народную хореографию крымских татар. Фатиме Сейдаметова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет». Это были самые важные, актуальные политические, экономические и социальные новости. Увидимся ровно через 7 дней. Приятного вечера и хорошей недели.